дошел до блокпоста, его там перевязали. Потом дошел домой, мы сразу пошли к чеченцам. Penembak jitu Ukraina dikabarkan menembaki dua pensiunan saat akan mengunjungi putra mereka. Rekaman video pengakuan penduduk kota Rubizhne tentang kejahatan militan Ukraina ramai beredar di Telegram pada Kamis 14 Juli 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pensiunan itu ikut menjadi korban oleh keganasan penembak jitu Ukraina saat ia pergi ke kebunnya. Hal serupa yang dialami seorang warga Rubizhne lainnya, dia kehilangan ibunya dan hampir kehilangan ayahnya. Dalam narasi video dijelaskan, peluru itu mengenai keduanya namun sang ayah masih sempat diselamatkan oleh militer Rusia, sedangkan ibunya meninggal di tempat. Hingga saat ini sudah ada cukup banyak orang di jalan-jalan Rubizhne. Уроды, так по кому, блядь? По пенсионерам. Это шо? Идут два пожилых человека, мужчина и женщина. И вот так он, а может, тренировался. Кто его знает, не знаю. Дошел до блокпоста, его там перевязали. Потом дошел домой, мы сразу пошли к чеченцам. Там уже ему зашили, уже наложили швы. Вот сюда улетело. А тут вылетело. Вот сюда. Не, я был на улице, готовил кушать. Как раз отец вернулся сам. Я спросил, где мама. Он сказал, мамы больше нет. Забрали мы ее на 9-й день, потому что сюда было просто невозможно. Мы шли, тут и гранаты валялись, и что тут только не валялось там. Здесь лежит моя мама, Щемелева Тамара Петровна. Застрелена 18 апреля. Так как возможности похоронить негде было, похоронили здесь возле подъезда. Ждем теперь перезахоронения. Со стороны Лисичанска хорошие прилеты, вот, и поэтому не могли ни забрать, ни похоронить по-человечески. Прилетало очень хорошо. Спасибо российским пацанам, которые тут воюют за нас и помогают. Потому что украинская артиллерия херячила по мирным жителям. Далеко ходить не надо, вот кладбище. И прикрывалась мирными жителями. Я просто знаю, не знаю, на Южной мне рассказывали. Сказали так. Люди сидели в подвалах. Сказали, или вы едете с нами. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.